Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в гастростудии, как обычно, ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришла Майя Амосова. Майя у нас руководитель якутского отделения благотворительной организации «Пища жизни» и еще плюс предприниматель. Майя, спасибо, что вы согласились прийти к нам на передачу. И сразу с места в карьер вопрос. Я смотрю, вода уже закипает. С чем вы к нам сегодня пришли? Что будете готовить? Я сегодня буду готовить борщ и овощной салат. Борщ и овощной салат. Борщ я люблю. Это традиционный борщ? Нет, это будет борщ Нет. с фасолью. С фасолью? Да. Так. Ну, то есть, как бы, он немножко отличается от классического рецепта. Да, в классический борща. рецепт обычно кладут мясо, Мгм. а мы вместо мяса положим фасоль. Ну, у меня сразу вот это, конечно, да. Ну, ладно, ничего страшного. Узнаем зато вот этот рецепт, да. С чем связан именно этот рецепт? Почему вот такой? Ну, то есть, это то, что вы сами вот так готовите или что это такое? Да, я сама так готовлю. Почему? Мясо не кушаете? Да, я мясо не кушаю, я вегетарианка. Вегетарианка. Да. Так, ну, это к вопросу мы еще вернемся. Мгм. Сколько времени обычно занимает приготовление этого блюда? Ну, где-то в среднем час, в зависимости от количества порций. Порций, да? Ну, учитывая то, что у нас вода закипает, то есть мы уже где-то уже приступили, да, получается? Хорошо, начинаете, да, и начиная, как скажем так, затевайте рассказ о себе. Ну, то есть, откуда вы, ну, я немножко знаю про вас, но много, может быть, телезрители многие не знают. Рассказывайте. Ну, я сама родилась в Амге, училась и закончила школу там. Потом я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Кино и телевидение? Да, кино и телевидение, да. Но я там училась на менеджера. Не думайте, что на актрису или на режиссера. Так. Вот, окончила. Менеджера чего? Вообще менеджера проектов? Государственного муниципального управления. Даже такое? Да, даже ничего такое себе. там есть, да, Ага. было. А почему выбор пал именно на это и почему вы решили стать, скажем так, ну, менеджером? Ну, мне очень хотелось тогда, когда я училась в школе, мне очень хотелось работать там, госслужащим. Мгм. Работать в администрации, служить, так сказать, народу. М. Вот. И поэтому специально выбрала такую То есть специальность. всю как бы, жизнь с самого начала даже вы ощущали какую-то такую социальную ответственность, получается, да? Ну, то есть какая-то такая сознательность не по годам была. То есть служить народу, вы сказали уже. Ну, не знаю, наверное. Нет, ну как, это может же не быть. каждому приходит. Обычно же, когда человек молодой, вчерашний выпускник, ну, в голове ветер, по большому счету. Так же? А у вас было по-другому, да? Ну да, скорее всего. Ну, у нас же с детства уже прививали, там были тимуровские там, работы, всегда там помогали там, бабушкам, многодетным семьям. Ну, то есть как-то это было привито, можно сказать, там, с детства, в школе и в семье. А чем занимаются ваши родители? Ну, то есть, как они так вас здорово воспитали? Ну, у меня мама, она работала бухгалтером, сейчас она на пенсии. Ну, ага. Вот. Бабушка у меня работала библиотекарем, вот. Дедушка, у дедушки было много разных специальностей. Мгм. Когда он вышел на пенсию, он был диктором, а так учителем работал, и, ну, много где работал, на самом деле, он поменял много работы, и даже в администрации, по-моему, какое-то время тоже работал. Вот. Итак, стали вы менеджером, дипломированным. Да, стала я дипломированным менеджером, но, к сожалению, я по специальности не работала То ни есть разу. к тому времени, пока вы закончили, жизненные приоритеты поменялись, получается? Да, жизненные Ну приоритеты вот. поменялись, я хотела уже стать к этому времени предпринимателем и пыталась найти свою нишу. Ага. Да, пытаясь найти свою нишу, я тоже много где То есть у вас, успела получается, поработать. опять же, перебивая, сильный характер. Это же не каждый человек, обычно же предприниматели это где-то процентов 10-15 населения, и если так, то слава богу. Не каждый же решается сразу с места в карьер, то есть предпринимателем стать. Ну да, когда я училась в школе, я не очень хотела стать предпринимателем, наоборот. У нас в семье есть уже предприниматели, я всегда боялась. Но потом, когда я заканчивала университет, я уже думала, что хочу, уже начала изучать там бизнес-литературу и так далее. Но у меня не было ниши. Я долгое время думала,
Ну и потом как-то раз однажды подружка меня пригласила на массажную вечеринку. Какую? Массажную вечеринку. Да, Так, я тогда еще в подробнее, Питере. это же такая вечеринка, такая массажная вечеринка. Да, я тоже думала, это что-то Я, такое. я знаю, пижамные вечеринки бывают, там, ну, Да. тематические вечеринки, а тут массажные вечеринки. Ну да, То я есть все собираются и друг другу массаж делают. Да, я тогда еще жила в Питере, в Якутске такого формата нет, то там это как бы, можно сказать, почти популярно. Да. Да, ну Мои есть такие. сыновья учатся в Питере оба, но я не знаю, чтобы они ходили на массажные вечеринки. Ну, не прям так популярно, не тысячи людей собирается. Ну, я тоже так думала, там темное Стадион место. собирается, друг друга Я думала, жамкают. там темное место, все друг другу делают массаж, но это было не так. Это на самом деле было просто как мастер-класс. Ну, да, ну то есть кто-то обучает специально. Да, кто-то специально Это пока не обучает. нужно же, да, я так понял? Да, это можно Ну, и убрать. потом мы это заберем. Кто-то Хотите, специально... вот, да, вы, по-моему, собираетесь тереть, да? А? Натирать вы это собираетесь? Да, Ну, чтобы туда. сразу вот Ага. мисочку. Хотите? Да, хочу. Ну, подложить вот сюда. Вот так, так. Ага. Вот. И вот, массажные вечеринки все началось. Да, и туда приходит, ну, я пришла с подружкой, подружка меня привела, и мы просто друг другу не делали, не менялись там партнерами, просто нам учили, показывали разные техники, вот. И мне очень понравилось, мне понравилось делать массаж, плюс еще у них были такие полноценные курсы массажа, они рекламировали это в своих этих мастер-классах, да, и я решила записаться. Вот. Ну, вот таким образом я увлеклась массажем, устроилась на работу, стала работать. Массажисткой. Да. Прошла какие-то разные курсы, курсы, значит, да, прошли, прошла да? разные курсы, да, а потом захотелось открыть свой салон, приехала в Якутск, поступила в Житайский техникум на медсестру учиться, ну, чтобы было медицинское образование, вот. Ну, потому что требует, это вид Да. деятельности, который требует лицензирования, по-моему, да? Да, и Так. медицинского образования, поэтому поступила учиться на медсестру и открыла здесь якутский салон Шанти массажный. Хорошо, мы опять же к этому вернемся, но сколько видов вообще массажа есть? И я знаю, что это очень тяжелый труд. Да? Ну, кажется, что ну, как бы, вроде как бы легко и все прочее, но как минимум должны быть сильные руки. И это же все время руки устают и все прочее. Как вы справляетесь? Ну, вот да, есть такое мнение, что массажисты должны быть большие, здоровые люди, физически крепкие, но на самом деле Ну вот, это пример Таиланда, массаж, там все мелкие. да, массаж это как тоже физические упражнения. Если много тренируешься, да, руки же крепнут, мышцы становятся такими сильными. Так и в массаже, да, чем больше ты массаж делаешь, тем, ну, как бы, тем появляется сила в руках. Вот. То есть вы гвоздь можете вот так вокруг пальца? Нет, Какой-нибудь? Нет, ну, это должны же быть сильные руки все равно. ну не до такой степени, чтобы гвоздь. Или там справочник, желтые страницы. Не пробовала. Нет, да, ну мне кажется, у вас получится. И гвоздь тоже. Ну ладно, так. Мгм. А какой массаж вы, ну вот начали салон открывать, какой массаж? Потому что есть же, я знаю, ну лечебный есть, медицинский, спортивный, расслабляющий, еще какой-то обычный, там, я не знаю. Ну, то есть, Да. какой у вас массаж? У нас в основном классический массаж и с элементами тайского массажа, потому что первый массаж, которому я обучилась, был тайский массаж. Я была фанатом тайского массажа Тайский. раньше. Да, раньше была фанатом. Но в Якутске тайский традиционный массаж, который делается в одежде, на матах, он не так популярен. Вот, поэтому больше мы перешли на классику. А так есть и лимфодренажный, и спортивный массаж, спа-процедуры. Лимфодренажный, это, ну что, Ну, чтобы, похудение, да, всё да, прочее, чтобы да? убрать жидкость, лишнюю жидкость, объема из тела убрать. М, Мгм. мгм. Вот. Вот как-то так. Плюс, а так на самом деле видов массажа существует очень много. Очень много же всяких разных экзотических массажей, там, плющевыми чашами, там, бамбуковыми вениками, там, бамбуковыми палками, горячими камнями. Знаете, есть даже массаж апельсинами, есть даже массаж с текилой. Ну, короче, на самом деле... Текилой? Да. Массаж, ну, видов массажа на самом деле очень-очень много. Да. Ну, все знают традиционные, ну вот классические, тайские, там, да, Мгм. расслабляющие, больше чаще всего, мне кажется, Да. люди хотят. Потому Ну, что зажимы эти все возможные снять, да? Ну да, это самый А. такой более популярный. Мгм. Ну и парный массаж популярный, когда вдвоем приходят люди. М. Аромамассаж, ну то есть получается с эфирными маслами. М. А когда вы открыли свое заведение? В 2017 году, Уже 7-й год, получается. да.
работает? Да. По-моему, 6 лет. 6 лет, ну вот 7-й, Мгм, да. 7-й да. год, ага. Работаете, работаете. Да, работаем и работаем. Нужно и морковку тогда буду натирать Так, вот и здесь. морковку надо натирать, да? Так. Хотя, наверное, сначала сюда. Вы не против, если я так Да-да-да. А помешаю? можете включить сковородку? Вот эту сковородку? Ага. Да, пожалуйста. Насколько? На максимум пока, да? Да, на максимум, Ну, хорошо. чтобы она нагрелась. Капуста. На самом деле можно и не мешать. Еще раз? Можно и не мешать. Ну, я делать нечего. Ага. Так, что вы добавляете? А кориандр добавляю, улучшает вкус. Кориандр. Очень люблю специю кориандр, он очень вкусно Мгм. пахнет, дает насыщенный вкус и аромат. Мгм. Так, сейчас масло нагреется, кориандр чуть-чуть поджарится и добавлю свеклу. Что добавите? Поджарится, свеклу добавлю сюда. Секунду, вот сюда. Да. А это зажарить. будет салат или это что? Нет, это вот это заправка будет вот сюда? зажарка для борща. А, зажарка. Да, Ну, да. так борщ будет вкуснее. А, ну да. Моя супруга тоже примерно так готовит. Что-то там жарит. Мгм. Но тяничаться у нее не получается. То есть он долго готовит борщ. Обычный борщ, по-моему, подольше готовится, да? Ну, если мясо, то да. А, ну да, потому что мясо там тоже. Вообще считается, что из свиной головы надо делать. Вообще считается, что из свиной головы надо делать. Да? борщ. Да. Я слышала, что самый традиционный борщ издревле, он вообще делался и без фасоли, и без мяса, чисто овощи. Окей. Да. Ну, ладно. Это потом стали добавлять и Да, мясо, да, и да. рубленое, и нерубленое. Итак, раз уж мы коснулись еды, наверняка всем интересно, и мне тоже в том числе, почему вы вегетарианка. Я не осуждаю сразу. Это, да. Но как бы я немножко сторонюсь этой темы, да, ну то есть мы же в Якутии живем. Да. Ну как всегда считается, что ну, якут должен есть, якут траву не ест, ну, тут у нас суровые края, обязательно нужны белки, тополя. Ну да. Да. Что случилось? Как говорится, Ну, я тоже была раньше такого мнения, я мясо ела чуть ли не каждый день, чуть ли не там 3 раза в неделю, и думала, что я без мяса не буду жить. Но где-то 8 лет назад, или 9 лет назад, да, уже 9 лет прошло, я тогда жила в Питере, мы я вам снимали подам. с одной девушкой, мы с ней очень хорошо подружились, и она, давайте. ну, она была верующая, ходила в церковь и придерживалась поста. Я тогда увлекалась разным правильным питанием, там, почему? пробовала разные там варианты, там, зерно Ой. проращивала, А почему? талую Почему? воду пила. Ну, для здоровья. Да? Да, Ну, то есть для вы здоровья. уже тогда думали о своем здоровье? Да, я тогда уже думала Да, о а своем почему? здоровье. Ну, у меня с детства было какое-то такое, я там иногда попадала в больницу, да. Ну, то есть как Мне бы- там ставили гастрит там с детства. да. такое здоровье, что нужно было как бы заботиться, да? Да, Это такое вот здоровье нам не было, мешает, да. Поэтому тоже уберем, пожалуй. Вот, и она говорит, и я знала, что какое-то вот такое голодание и так далее очищает организм. Ну, слышала, читала про такое. Она говорит, приближался этот, как он называется, Великий пост, да, православный. Но. И она говорит, Майя, давай со мной садись на пост, потому что, говорит, Поститься и все прочее. Да, она попросила меня сесть вместе в пост, чтобы, ну, поддержать ее, потому что она говорит, если я одна, то я сорвусь, говорит, не смогу. А если мы вдвоем, ну, мы жили Ничего себе, вместе. она умница, да? Да. Перекладывает свою ответственность на кого бы то ни было, да? Жили. А что Бог по этому поводу говорит, так, условно? Ну, а мне эта идея понравилась, я как раз хотела попробовать что-то такое новенькое, да, и при этом, ну, как бы сделать такой Сэкономить на еде, да? детокс своему Детокс, организму, да. Нет, там же действительно не слабая экономия получается. Ну, об если этом не я не покупать- думала. Ну, хорошо. Ладно. Так, ладно. Вот, и в итоге я села с ней на пост, месяц мы держались поста, мне так понравилось, я поняла, что без мяса реально можно жить, оказывается. Я раньше же не думала об этом, не Да. думала, что я вообще не выживу без мяса. Как можно без мяса, Мне из Якутии постоянно отправляли мясо, да, вот, и и я начала, ну, поняла, что это прям, ну, прикольно, и очень много блюд, оказывается, мы постоянно готовили, какие-то новые, постоянно что-то новое, было очень интересно, вкусно, Поменьше огонь, нет? Нормально. да, можно чуть поменьше, и я начала увлекаться вегетарианством, читать. Ну, пока ты ищешь новые блюда, какие-то новые рецепты, все равно же попадаешь на разные сайты про вегетарианство, все равно сталкиваешься с философией вегетарианства, да, и мне это очень, ну, вот, как-то, меня это привлекло.
Ну, близко по духу получается. Да, близко Ну, по то есть, духу Одно оказалось. дело, ты мясо не кушаешь, да? Ну, в основном же мясо не кушают, и все, по-моему. Мясо, рыбу, яйца. Не кушают. Мгм. Рыбы тоже? Рыбу же кушают? Нет. Нет, не кушают, вегетарианцы да? не кушают, да. Да, всё. Это Ладно. какие-то другие, как-то они Какие-то по-другому. другие, неправильные вегетарианцы кушают. Как-то они по-другому называются. Ну ладно. Хорошо, и Вот. оказывается можно. Оказывается, Вот, можно, да. тонкий нож. И посуду для, чтобы да? кожурку. Давай я помогу тебе. Вот так. Две картошки же, да? Да, Я две быстро картошки. почищу сейчас. Хорошо. И в итоге, ну, короче, из-за здоровья я села на пост, и потом я не вышла из поста, потому что привлеклась, точнее, философией вегетарианства. Вот так. И все, и теперь я с тех пор вегетарианка. Ну, пропагандируешь это? А, Нет, у меня Нет. как Ну, слава богу. Хоть у так. меня мои родственники там, знакомые, друзья до сих пор мясо едят. И это, ой, не надо было здесь чистить, да, но это помытое все равно. Так. Они едят мясо, и я им не говорю, чтобы они там перестали есть мясо. А так у меня здесь в Якутске есть много друзей тоже, знакомых, которые вегетарианцы тоже. Но это не из-за меня, они сами. Вот. Ну, то есть считаю, что это выбор каждого. И, там, Ну, никому да, не да. навязываю. Тем более здесь в Якутии это вообще бесполезно с кем-то спорить на эту тему, потому что, вот как вы уже сказали, что якут не ест там Якут траву не ест. Ну, всегда так считается. рыбу, Ну, сейчас траву. Якут траву не ест. Да. Да-да-да. Ну, как, мясо наше все. Мгм. Ну, как говорится. Так, наверняка знаете М? отличие, различие вегетарианец и веган. Это разные же, да? Да, это разные. Вегетарианцы это... Веганы, точнее, отличаются от вегетарианцев тем, что они не едят молочку, то есть любую еду, которая была сделана или ну, как-то связана с животными. То есть молоко же... То есть еще строже. Да, еще строже. Ну, то есть считается, что... Кефир и все прочее. Ну да, это все молочка нельзя, потому что они думают, что... Только растительную пищу, Да, получается. только растительную, потому Либо что... химию. Да. Я не знаю насчет химии. Ну, в общем, чипсы они там, вот я не знаю. против эксплуатирования животных. Они считают, что то есть добывание... еще своя философия еще. Да, еще есть своя какая-то философия у них. Чуметь. Вот. А просто вегетарианцы, они едят и молочку, и мед. Ну, короче, такие вещи. Короче, вот у нас есть такие отличия. Ну то есть веганы и мед не кушают, потому что эксплуатация пчел. Да, да. Черт возьми. Ну ладно, Мгм. теперь поняли. А так, на самом деле, молочка очень полезная. Я вообще за молочку. Молочки Кисломолочные очень, можно, да, кисломолочные очень, полезны для микрофлоры кишечника, плюс очень много белка. Вот всегда же спрашивают, типа, откуда я беру белок, да, если я не ем мясо. Ну вот как раз и молочка, орехи, бобовые, вот, А это вот сюда. да. Так. Хорошо, это нормально кипит? Да, сейчас закипит. Это самое максимальное стоит. Ну да, девятка стоит, ну все. Кипит, Мгм. и это тоже нормальный огонь, да? Да, это тоже нормальный огонь. Сейчас. Может быть, я ошибаюсь, Ага. да? Но для меня как бы это, человек, который принял для себя вот это такое ограничить себя, скажем так, да, в питании, как будто, для себя мне в голове не укладывается, что как я буду без мяса, без рыбы, да. То есть, соответственно, если я приму такое решение, но нужны каждый раз одно и то же, день сурка и все прочее. Бывает такое, что нужно какие-то новые рецепты, что-нибудь вкусненького другого, чего-то хочется. Как выглядит вообще рацион тогда? И вот, Ну, и мне с кажется, этого. когда я стала вегетарианкой, выбора у меня рацион стал, наоборот, больше, чем когда я ела мясо. Да? Да. То есть травы достаточно растет всевозможные. Ну, как я уже сказала, очень много зерен, оказывается, есть. Да, Там зерна. киноа, булгур, там Да, булгур, эти чия. разные виды риса, Ну. там и много-много зерновых у нас там, и пшено, и овсянка. Короче, все, много Фасоль, всего в принципе, есть. Да, Мы фасоль. фасоль дома, например. Да, я и знаю. бобовых, я знаю там 5 видов бобовых. Там Ага. фасоль белая, красная чечевица, красная, зеленая, маш, нут, горох. Да, Вот. да. Ага. Да, так что вообще выбор огромный. То есть дело за тем, что одно и то же, как будто каждый день такого нет. Да? Нет. Не только картошка каждый день. Нет, да. Все люди думают, что каждый день картошка и огурцы, помидоры. Да. На самом деле это не так. Хорошо. Ты смеетесь, хорошо. Весело.
Так, ладно. Ну хорошо, о виде мы поговорили достаточно, да. И теперь вот то, что вы чем занимаетесь непосредственно сейчас. Ну, то есть вы руководитель Якутского отделения благотворительной организации. Мгм. Упомянули, когда прямо в детстве у вас была такая, ну, скажем так, воспитание, да, что у вас социальная ответственность, что нужно заботиться и все прочее. Служение даже слово где-то там проскочило. Наверняка это с детства это идет, да? Да, с детства, скорее всего. Да, в школе это прививали, и в Но. семье. У меня бабушка такая щедрая Ну, потому женщина что была. же те люди, которые занимаются благотворительностью, ну, их, не сказать, что единицы, но их меньшинство. Не все же занимаются благотворительностью. Ну, не знаю, когда мы были маленькие, я же выросла в деревне, и в Но. деревне все друг другу помогают. Но. Там нет такого, как сейчас в городе, там никто друг с другом не общается. Да. Все вокруг с соседями общаются. Если что, у кого-то всё, что-то ну, так закончилось, да, там меняются или помогают друг другу. У меня бабушка там готовила, там, не знаю, 50, наверное, этих пирожков и раздавала всем соседям вокруг и всем детям, которые живут в разных частях села. Вот. И, ну, как-то вот она вот все всем отдавала. Там она шила что-нибудь, там вязала, и всем тоже вот так вот раздавала, друзьям, своим родственникам. Ну, как-то вот, Ну вот, значит, соответственно, это из детства идет. да, и как-то вот это вот вложилось, что надо делиться и помогать друг другу, не быть такими эгоистичными. Ну, Вот. не зря же говорят, Господь велел делиться. Ну да, если, Ну да. если видишь, что кому-то что-то нужно, да, кому-то что-то не хватает или нужна помощь, то обязательно нужно быть В силу неравнодушным, своих да, в возможностей, силу да. своих возможностей помогать. Мгм. Вот. Нет, давай, конечно, последнее, но тем не менее, да? Да, вот. Но когда я жила уже в Питере, там же очень много волонтерских разных организаций, направлений, и как раз когда вот я как раз стала вегетарианкой, потом начала увлекаться вот этой вот философией, там тоже есть такое, что про благотворительность много чего есть, да, что тоже нужно делиться, помогать другим, вот. И Ну, я как бы, вот целенаправленно. ну, как бы, условно говоря, плюсик к армии. Ну да, типа такого, да. И я целенаправленно начала искать разные волонтерские организации. Ну, много чем занималась, там, с детьми мы занимались, мастер-классы проводили, там, старикам помогали, ну, так, разово иногда, по чуть-чуть. И здесь в Якутске тоже, там, вот во время пандемии, там, пожилым отправляли, привозили продукты. Еще в проекте Сева тоже я готовила по субботам, они там кормят этих тоже бездомных, нуждающихся. Вот. Но это было как-то не систематически, да. А потом я хотела заниматься этим как-то вот более систематически и вспомнила про пищу жизни. Тоже давно слышала, там в 56 городах России есть пища жизни, вот. И 36 регионов, да, если я не ошибаюсь. да, 36 регионов, и в некоторых пища жизни даже работают, ну, мои знакомые, не работают, а занимаются волонтерством, да, просто я много езжу там, вот, и вот часто слышу, и даже в нескольких городах даже видела, вот, и вот именно вот эта вот организационность, вот эта вот их стабильность, как они вот это делают, их миссия, цели меня вообще очень привлекли, я тоже захотела, на самом деле я еще в 2020 году запланировала открыть отделение пищи жизни, это поставила цель, но обычно же перед Новым годом ставят цель, вот, тогда я поставила цель. Цель, которая потом сжигается, шампанское и выпивать, да? Вот эта цель. Ну, я так и делала, потому что я шампанское не пью. А. Ну, нам тогда, да, показывали Чуть было не спросил, а что же вы пьете? безалкогольное. Вот. То есть вегетарианство подразумевает алкоголь тоже отказ, да? Или как? Ну, Это я опять же перескакиваю. ну, не знаю, за всех вегетарианцев я не могу сказать, может, кто-то пьет, кто-то не пьет, но я лично не пью. Ну, то есть вегетарианство не накладывает такого, что раз уже отказался от мяса, будь добр, и бахулишка тоже. Такого Нет, нету? нет такого, хорошо. да. Просто Так, у меня есть знакомые, которые могут, да. Накладывать. Так, ладно. Интересно, только чем закусывают? Только травой? Так, А все, нет, вот нет. это вот можно сюда теперь. Это выключаем. Да. Это вот так делаем. И нолик. Так, ну... Помочь надо, да? Да, давайте помогите мне. А то мне неудобно. Вместе. Мгм. У нас получится. Точнее, уже получилось. Все, зажарка пошла в ход. Ой, без остатка. Да, классно. Все, Всё. это я отложу. Очень аккуратно. Все, у нас будет
будет очень густой борщ. Если я сейчас добавлю сюда ну еще вот, фасоль, похоже на борщ есть. А, и фасоль. А фасоль какая? Она мытая и все, просто она помытая и отваренная уже. отваренная уже? Да, А, ну то потому есть она что- практически она готова к употреблению. Да, потому что ну, фасоль поэтому и варится быстро. долго, Да, поэтому я я про это и хотел, да. заранее подготовила. Ее нужно и отмачивать довольно долго, да? Потому что это же крепкое все. Да, 8 часов отмачивать, потом 1,5 Ну. часа варить. Так, это было, значит, вчера все это сделала. Сегодня утром. Итак, что-то еще, какая-то ремарка будет? К этому блюду? Что? Так, соль и перец. Соль, ну, давай соли вот Ага. так отсюда побольше, чтобы там не хрумкать очень долго. Да. Немного, так, ладно. И перец. И перец. Тоже побольше. Ну, или... тоже немало. Так. И она стоит сама по себе и готовится. Да, стоит сама по себе готовится. Итак, мы взяли немножко паузы, передвинули наш борщик сюда, на большую конфорочку, потому что у нас эта конфорка уже не нужна. И следующий этап что? Мы пока просто ждем, да, Майя? Да, просто ждем, и пока ждем, я буду делать салат. Да. Будешь делать салат и будешь отвечать на вопрос. Ну, давай, ты приступай. И вот, расскажи, пожалуйста, вообще про эту организацию. Я знаю, что она была создана, когда произошло страшное землетрясение в Армении. В 1987 году. Ну, то есть это еще Советский Союз, прочее. Дальше. Да. Тогда вот как раз началось вот это вот пища жизни, волонтерское движение. Вот. Ну, сначала организация была основана как помогающая в чрезвычайных ситуациях, но потом начали помогать и нуждающимся в мирное время. Ну, точнее, не только в чрезвычайных ситуациях. Но это же не государственная структура. Это не государственная. Не государственная, не коммерческий проект. Ну, то есть кто-то, видимо, организовал и все. Да, и там иногда ну, некоторые отделения участвуют в грантах, а некоторые не участвуют или побеждают, а так в основном все средства собираются от добровольцев. Вот, то есть люди там, жертвуют деньги и на эти деньги готовят и раздают еду. Раздаем еду, получается, нуждающимся семьям в тяжелой жизненной ситуации. Еще также, так как поддерживаем здоровый образ жизни, кормим также людей в спортивных мероприятиях и в культурных мероприятиях. Мы, например, недавно тоже вот на детских спортивных играх по боксу тоже кормили участников, и в благотворительном концерте тоже угощали людей оладьями, например. Это вы непосредственно? Да, а также 2 раза в неделю доставляем горячие обеды 21 семье. Там у нас 100 получателей. 100 человек уже кормите? Да. Да, а в Якутске как давно работает? Ну вот с начала мая начали это все В дело этом году? делать. Только когда начинаете на ноги становиться? Да. Да, а основная деятельность получается, ну вот, скажем так, кормить народ, да? Кормить народ. Да. Каким образом происходит отбор? Ну, то есть, кто вас ведет? Ну, то есть, у меня немножко в голове не укладывается, ну, то есть, где находите... Все, как организована работа, скажем? Благополучатели, то есть тем, кому мы доставляем, это, получается, нам дают контакты управы строительного округа, да, мы с ними сотрудничаем. Ну, то есть управа непосредственно. Да, и плюс председатели многодетных семей строительного и Гагаринского округа. А также люди сами находят, ну, сами многодетные семьи, там тоже дают контакты других многодетных семей, или через там, наши соцсети тоже находят и говорят, там, вот у нас есть там знакомая, которая нуждается, которая не может себе готовить. Ну, вот такие вот. Люди сами как бы отзываются и предлагают, отправляют нам контакты. Вот. Ну, естественно, мы проверяем, смотрим, там, действительно человек в тяжелой ситуации, да, и потом уже принимаем решение. Не прикидывается ли? Да. Ну да, может быть такое, потому что... Щавель. Щавель? Свежий щавель, да. Сама собирала в воскресенье. А я видел в соцсетях, да, что вы сами собирали щавель.
что я, правда, сегодня как-то мало. Ну ладно, для вкуса, для кислинки. Мгм. Ну, чем больше цвета, тем полезнее считается всегда. Мгм. Я вот это запомнил, но остальных дальше нет. Сильно не вникал. У меня больше тоже супруга. То есть разные цвета, это ну, как-то так, да? Правильно? Ну, наверное. Это соль или это перец? Это так, вот так сделать. Это соль, А. вот это перец. А так я считаю, что почему именно еда, почему именно можно же было заняться, например, вещами там или еще что-нибудь, или просто финансовая поддержка там или какая-нибудь Ну еще. да. Почему именно еда? Считаю, что через еду можно передать всю свою любовь и заботу. Ну, то есть Ну и при этом, именно показать, да. да. Потому что, ну как, все люди кушают. Ну, что Да, делать? все люди кушают, и почему не деньгами, да, мы не знаем, куда пойдут эти деньги, а вдруг там на эти деньги пойдут там гулять там или еще что-нибудь, просто потратить на какие-то не очень хорошие вещи, да, а еду мы точно знаем, куда она пойдет, люди будут сыты. Вот. Тем более, что вы сами отбираете, как вы выразились, благополучателей. Да, благополучателей. А волонтеров мы тоже находим через социальные сети или через знакомых. Ну и мои подружки в основном тоже занимаются вместе со мной. А средства как находите? Средства Средства. тоже через наши социальные сети, через Ну, то есть знакомых. люди добровольно приходят, либо каким-то образом, там, ну сейчас благо мобильный перевод и все прочее. так Да, отправляют. да, Или да. какие-то обязательно нужно какой-то договор заключить или все. Нет, без договора у нас есть официальный субсчет, который привязан на карту Альфа-банка, и вот и там и только на эту карту получается, собираем деньги. Не на мою какую-нибудь личную карту, да, а вот именно на официальный субсчет организации. Но все равно, скорее всего, в вашей организации должен быть человек, который, ну, скажем так, с минимальным экономическим и бухгалтерским образованием. Потому что нужно же все равно подсчитывать, прогнозировать, сколько вы денег соберете, предыдущие периоды смотреть. Ну что, сколько вы реально народ можете накормить? А вдруг заявок соберете, там, ну, условно 200, а можете только 100, и что делать тогда? Ну да, есть такое, но это все, на самом деле, нас действительно контролируют, мы делаем авансовые отчеты, но прогнозов никаких нету. То есть мы на самом деле сколько собрали то есть денег. вы все равно же, ну, головному, вы же якутское отделение же, да? Да, То есть головному отчитываемся. все равно отчитываетесь, что сколько вы работы проделали. Да. А для чего это делается? Ну, помогли. Ну, чтобы не использовать деньги там на какие-то нецелевые нужды, например, да, чтобы все было чисто и прозрачно, обязательно отчитываемся, да, сколько мы порций приготовили, сколько мы раздали, что мы купили, прям чеки, товарные чеки собираем, отправляем, каждый месяц делаем авансовый отчет, и раз в год еще должна быть ревизия. Вот. Обязательно, да? Да, обязательно. Ну, то есть те люди, которые приходят к вам волонтерами, они зарплату не получают? Нет, не получается. То есть там, где место, где вы собираетесь готовить, ну, то есть готовите, потому что сколько, 100 человек кормите, это же много, да, пусть 2 раза в неделю, но все равно. Ну, то есть какое-то место, где должны быть плиты, ну, условно, вот такая обстановка, где можно приготовить, разложить, передать, это все тоже не в аренде? Не в аренде. Не в аренде? Не в аренде. То есть вы нацелены, принципиально денег не платите за это? Да, ну вот завтра мы должны пойти готовить в одно кафе, фудкорт на ФТЦ проспекте, там нам тоже, ну, он очень социально ориентированный предприниматель, да, и он вот, мы будем сотрудничать с ним как раз, и он просто нам будет предоставлять место. Место для того, чтобы вы пришли, там поработали, приготовили свое и ушли, да? Да. Да? Мы же готовим всего там с 9 до 12 часов, там Ну 3 да, часа, да. 3 часа это же не так 100 много. порций приготовили и ушли. Да. И то есть те люди, которые готовят, тоже волонтеры. Да. Ну, а там должны же быть люди, которые, ну, имеют санитарно-гигиеническую какой-то допуск. Да. Ну, не дай бог кого-то отравите, да? Да, Ну, есть, получается, основной повар, 2 основных повара, я и еще моя подружка Лена, и вот, и мы по очереди готовим, да, у нас есть санитарные книжки, допуски, санминимум, вот, и есть помощники, которые, равно, конечно, да, есть помощники, которые там приходят мыть посуду, ну, много же посуды большая, используем, конечно, там, конечно. помыть овощи, почистить овощи, вот, потому что объем-то большой, Конечно, вот, да. а так повара такие основные, там. Ну, надо же, ну, то есть, ну, круто. Вот. Круто, да, потому что, ну, скажем так, между нами даже говоря, да, многие знают, что очень много благотворительных фондов, скажем так, скомпрометировали себя. То есть вроде как благотворительный фонд деньги собирает, а потом, оказывается, вообще там кому-то на виллу собирали. Ну, условно, да, или там кто-то там разбогател за счет благотворительного фонда.
типа 30% денег на благотворительность, остальное на живу вот этим, да. М. Как вы Ну, у нас... справляетесь с этим и, скажем так, ну вот пример ваших, скажем так, коллег? Как вы можете прокомментировать это? Не знаю, я, конечно, не слышала, я не видела, сама не сталкивалась с такими ситуациями, где вот как раз куда-то уводили деньги. Но у нас, как я уже сказала, все прозрачно. То есть мы там отчитываемся. То есть у вас вообще стопроцентные альтруисты приходят только? Да, стопроцентные альтруисты. Жестко. Кажется, до сих пор остались такие люди, да? Да, есть очень. Но вот мы сейчас сотрудничаем с детским центром помощи детям-сиротам. Вот они вот сейчас на летних каникулах отправляют тоже детей на готовки, помогать. Вот. И также автоволонтеры приходят. Ну, автоволонтеров, конечно, не хватает. У нас 7 основных автоволонтеров, но кто-то там уезжает или кто-то там не Ну, то может. есть эти те люди, которые на своих авто развозят? Да, развозят. Ага. Вот. В основном нам больше нужны, конечно, автоволонтеры. Нужны. Потому что семьи, например, некоторые не могут, ну, практически большинство не могут сами забрать у нас. Потому что, ну, вот Живут если, далеко. да, денег живут там далеко. нету, да. И Детей маленьких не с кем оставить. Ну, да, ну, конечно, да, у свои многодетных проблемы. семей, да, вот детей не с кем оставить, или бабушки, которые там не ходят или не могут добраться. Вот так. А у вас есть контролирующий орган, кроме вашего головного офиса? Нет, Нету. нет, сама себе контроль. Сами себя. Да. Не, но все равно вы, если что, там Роспотребнадзор может вас сказать, вы что готовите, там, санусловия не соблюдаете. Ну, условно, все равно же может быть такое, да? Да, но мы обращались в Роспотребнадзор, они сказали, что мы не коммерческая организация, поэтому на учет мы не встаем. Ну, а так, конечно... Что хотите, то и делайте. Ну, не то чтобы так. Так-то мы зарегистрированы как некоммерческая организация, там, и в Министерстве юстиции, и в налоговом органе. Да, но вы налоги не платите, потому что вы благотворительные. Да. Да, ну, как бы в освобождение, я об этом тоже. Ну, имеется в виду, тоже пища жизни знаю. не платит, да. Пища жизни, да. Так, Да, а я я как... не имел в виду вашу предпринимательскую деятельность. Люди массируют, так, нет, другое, конечно. Да. А вы участвуете в каких-нибудь грантах, может быть, чтобы господдержка какая-то Ну, была? планируем. То есть, по уставу вашей организации это положено или? Да, положено. Вот другие отделения бывает иногда участвуют, да, я вижу, что там подают заявки. Мы пока еще не подавали, но вот Ну, осенью... вы только в мае открылись, да? Да. Только начинаете. Да, вот осенью должны быть начнутся конкурсы, и мы подадим тоже. Будете участвовать? Да, будем участвовать. Надеемся выиграть. Еще раз? Надеемся выиграть, говорю. Ну да, ну то есть если вы выиграете, то есть вы, конечно же, это же, допустим, ну условно годовой контракт, да, получается. Ну да. То есть вы знаете, можете прокормить не только 100 человек, а ну, условно еще и больше. Ну да, и будет какая-то уверенность. Еще раз? И будет какая-то уверенность и спокойствие. Ну да, какая-то уверенность, но все равно это же... Я смотрю на это все равно, ну как организацию, это все равно менеджмент какой-то нужен. Да. Да, понимать, что, чего, как делать. Ну все, и у меня все готово почти что. Когда суп будет готов, Да, я а это уже добавлю. вот в конце, да? Да, в конце салатик готов, суп Салатик почти. готов, салатик посолили, поперчили, масло добавили. Да, мы можем его потом уже здесь сервировать чуть попозже. Сейчас проверю. Картошка Готова. Альденте чуть-чуть. Капуста. Капуста-то, конечно, готова. Ее же можно сразу Капуста варится дольше, чем картошка. Да? Да, она тоже готова. Все, можно выключать. Блюдо готово, можем выключать. Пусть томится. Тем, говорят же, хочешь борщ вкусный, приходи завтра. Да? Ну да, вчерашний борщ же всегда вкуснее чуть становится. Ну я не знаю, вот как в случае с веганским, вегетарианским. Так, зелень обязательно. Да. Красиво получилось у нас. Да, красиво получилось. Красиво получилось. Ну что, приятного аппетита нам. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, вот салат я не сомневаюсь. Что же здесь получилось? Ну, внешне похоже на борщ. Но единственное отличие, друзья, тут нет мяса, но присутствует фасоль. Попробуем. Соль вроде нормально.
Вы как? Чуть-чуть как будто соли не хватает мне. Да, мне кажется, наоборот, нормально. А можно еще Да, посолить. я чуть-чуть добавлю. Или мне так показалось? Я же положила 3 ложки. Да. Кстати, да, я же говорю, что много. И он еще будет чуть-чуть со стринкой. Да, он со стринкой, да. У меня из-за этого, оказывается, все нормально. Ну, кушать можно. Похоже на борщ? Да, похоже на борщ, да, похоже на борщ, но я как человек, я не могу отречься от мяса, так что пока... Не хватает Я не вкуса? могу сказать, что это борщ, который я когда-либо, самый вкусный, который я когда-либо ел. Да. Но тем не менее, кушать можно, спасибо вам большое. И у меня есть такой вопрос. Я видел вас в сетях, вы, оказывается, еще и деретесь неплохо. Это что такое вообще? Ну, занимаюсь, хожу на спортивную секцию называется, да, кикбоксинг. Кикбоксинг. Фитнес-кикбоксинг, да. Даже такой изобрели. Да, фитнес-кикбоксинг. Ну, для это- того, чтобы поддерживать форму, да? Да, чтобы Но там поддерживать. специально не деретесь, там увечья не наносите друг другу. Нет, да, без драка, без этих соревнований. Без соревнований. Ну, то Да. есть, как бы, но при этом, как бы, элемент все равно это уже есть, ну, то есть, надо же там бить и все Да, прочее, да, там отрабатываем удары с тренером, плюс разминка, плюс там на тренажерах и со снаряда. Ну, снаряд это груша такая, которую груши бьете, да. да? Да, потому что я удары тоже отрабатываем в там. молодости кикбоксингом занимался 2 года, а потом бросил, слава богу. Чего, слава богу. Ну, потому что я футбол все время любил. Понятно. Да. Футбола не было, и поэтому пришлось кикбоксингом заниматься. Вот. А еще какие увлечения у вас? Ну, читаю, путешествую, люблю Как- путешествовать. Как вы отдыхаете вообще? Как я отдыхаю? Читаю, люблю путешествовать, пою мантры. Пою? Мантры поете? Да, люблю петь мантры. Да, сможете сейчас спеть? Сейчас? Спеть. Да. Спеть? Сейчас? Чуть-чуть. Куплетик. Govindam Adipurusham Dhamma Bhajami Govindam Adipurusham Dhamma Bhajami Govindam Adipurusham Idam Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavate Sametam Shri Bhagavate Namaha. Здорово. такого. Здорово, что вы не стесняетесь, потому что я всегда восхищаюсь людьми, которые могут сказать, а спой, пожалуйста. Ты говоришь, да, пожалуйста, и начинают петь. Потому что же всегда люди же стесняются, ну, то есть думают, что не так поймут, не так это, да, потому что здорово, браво. Это вы спели мантру на... Какой язык это? Все мантры, они на санскрите. Санскрит. Да, на санскрите. Есть, бывают там буддийские, ведические, разные мантры, И- но все они на санскрите. И знаете содержание, получается? Да. Да? Ну, там не ругательство. Нет. Пожелание чего-то доброго, Наоборот, всего да, хорошего. всего хорошего. Есть мантры там защитные, которые притягивают любовь, богатство. А непосредственно то, разные. что вы спели? Непосредственно то, что я спела, это на общее благо. На общее благо. Да. Ну что, пусть у вас все будет хорошо, успехов вам в предпринимательстве и в вашем нелегком занятии, которое вы для себя выбрали, потому что сейчас уже я действительно серьезно говорю, что очень здорово, что есть такие люди, которые берут на себя ответственность и занимаются такими делами. Да? И у нас по сложившейся традиции мы всегда гостям своим слово даем. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Пожелаю для зрителей. Желаю вам крепкого здоровья, мягкого сердца, большой души, широкой души. Что еще можно пожелать? Счастья, любви и всех благ. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня была предпринимательница, руководитель якутского отделения благотворительной организации «Пища жизни» Майя Аммосова. Майя, еще раз спасибо вам, что вы были сегодня нашим гостем. А я Петр Цепандин. На этом прощаемся. Будьте здоровы, друзья, и кушайте всегда просто вкусно. Просто вкусно. Всё. Кушаем, кушаем. Сейчас титры идут, и Майя не стоит.